3, 2, 1. Ребята, всех с прошедшим Новым годом! Сегодня прошло ровно 5 дней, как я не ездил на машине. Выхожу такой и говорю, надо поехать. Сегодня 38 градусов, когда такое будет в декабре, то есть в январе, пока есть возможность, надо выезжать. После праздников, жарко, короче говоря. Решили поехать. Выезжаем, кнопочку нажимаю, короче, она такая и все, сделала. Я такой, что? Ну, то есть не как обычно, а такая, очень потихонечку что-то там сказала. И все, и больше ничего не происходит. Не появляется на табло никаких картинок, там, никакого скорости, ничего не появляется. Думаю, что такое в голове вообще вот такая квадратная вся. После Нового года сразу думаю, наверное, электричество отключалось. Типа Новый год там, и поэтому ничего не работает. Сходил в кино, прихожу заново, короче, пистолет туда-сюда втыкаю, никаких вообще ничего не происходит. В общем, было решено снять аккумулятор, маленький, 12-вольтовый, ну и занесли в тепло. Ну все, я пошел. Подожди. Выпей коньяка. Зачем? На улице холодно, а алкоголь согревает. Слушай, а давай переедем в Якутию, а? Хотя тут горит, тут тоже он сел. Нажимаю кнопочку. Слышите, какой звук? Еле-еле. Ну, сейчас будем затаскивать, короче. 2 часа подождем, может отморозится. Вот. Включаю туда-сюда. Ничего не горит. Аккумулятор сел. Так, сегодня у нас прошло 5 дней после Нового года. То есть сегодня четверг. Я последний раз в субботу ездил. Машина перестала. То есть стояла на заряде все это время. Но, как оказалось, все-таки аккумулятор замерз. Или нет? Ну, включаю чуть-чуть, появляется свет. Итак, ребята, вот только что занес с улицы. 5 дней стояла на подзарядке, но в холоде. Не ездил никто. 8,9. Сейчас через полчаса посмотрим, сколько станет. Разморозится или нет. Так, ребята, прошло ровно 10 минут. Проверяем. То есть я не на заряде, у меня зарядника вообще нету. Почему минус 10-то показывает? А? Не понял. Так. Почему минус 10? Фига не пойму. Что-то прыгает все. 10,27. Ну, короче, восстанавливается емкость на глазах. О, прикольно. Ну, было 8 и сколько-то там. 8,8, да? Угу. Ну, сейчас, тогда через минут 20 выйдем, да, мне кажется, она запустится. Так, прошло 17 минут. И проверяем. Конечно, надо бы купить новый тестер. 11,36 стало. 37. А тут покажи. Зеленая стала, нет? Вот тут. Такая же белая, да? Так, ребята, прошло ровно 48 минут.
После того, как мы занесли, и проверим сейчас, сколько чего стало тут. 4 градуса. Короче, 11,86. То есть зарядилась фактически. И то, если видно, тут зеленая она стала, нет? Видно, да, оттенок, что есть зеленая. То есть в начале вообще было белое. То есть за 48 минут батарея сама оживилась. Я честно не знал этого до этого. Итак, ребята, устанавливаем обратно этот аккумулятор. После 5 дней, хоть и на заряде стояла, да, но все равно, как его, все равно она замерзла. Ой-ой-ой, что там такое? Еще бы тут как-то, конечно, в гараже это делается раз, два, три. Это как нету гаража. Не на раз и не на два. Так. Все, затянуть надо. Так, ребята, момент истины. Выпустится, нет? Фучка. Так. Ну уже зелененькая. Нормально горит. Или что она горит-то? Ничего не понял. А что печка? Какая-то ошибка вылезла. А печка-то что? Ебой! Запустилась, мать его. Какая-то ошибка, да? Представляет дискотека Маруся FM. Печку что-то не слышу. Куда она дует-то? Во. Что за машиночка там? Ну, наверное, это сама себе сбросит потом. Ладно, сейчас поедем, короче. Ну все, ребята, эта фигня ушла вроде как. Сейчас просто пистолет обратно включил. Ошибки должны были сами сейчас стереться. Не знаю, стерлись, не стерлись. Короче, нам надо ехать куда-нибудь покататься. Ну, я думаю, сейчас и поедем. Ребята, все-таки чудо бывает. Завелась, все-таки оказалось, то, что за 5 дней аккумулятор может разрядиться сам по себе. Из-за того, что на нем никто не ездил 5 суток. Конечно, у нас были там такие холода жесткие, минус 50, даже, может даже больше. Но так как я вообще не выходил из дома эти 5 дней, грубо говоря, было некогда. Сейчас 38, и я даже вышел без своих любимых штанков, да, которые теплые, эти подкузники. Не подкузники, как они называются? Ватники, короче, да. И в принципе нормально, то есть мы не ждали там целый час, да, полчаса, чтобы машина прогрелась. Сразу взяли и поехали. Потому что время не ждет, то есть магазины эти праздничные дни работают по праздничному, надо ехать. В общем, минус 38 это вообще после минус 50, это вообще такая жара, такая жаришка, можно сказать. И да, кстати, конечно, надо было бы шину накачать все-таки до 2,5, так как у меня сейчас 2,2. Как оказалось, я просто совсем забыл, что надо 2,5 качать. Ну, в общем, это может быть и не буду, потому что ходовка просто такая. Блин, ну, конечно, все равно чуть-чуть жопа
подмерзло. Вот если сразу садиться вот так на холодное, непрогретое, то, конечно, чуть-чуть холодновато. А в принципе, нормалек. Конечно, вот можете посмотреть, не такой туман, как в прошлый раз, не минус 50, но все равно он существует, этот туман. Я думал, он при минус 40 уже все, отходит. Не, нифига, он еще будет стоять, как оказалось. Вот, ребята, рассказывайте, как Новый год у вас проходит, прошел ли хорошо. Думаю, у вас все без задоринки, так как у вас температура, наверное, чуть-чуть будет потеплее, чем у нас. Пальцы, блин, чуть свои не оставил, там перчатки свои где-то потерял, когда аккумулятор снимал. Оказалось, что просто где-то там валялись они, то есть у меня голова вообще не работала. Сейчас еле как начинает работать. Как говорится, Новый год, что он нам принесет. Ладно, немного вам, как его, в душу тепла. Живите 100 лет, держите хвост пистолетом. Всем счастливо, всем пока.